Добрый день, дорогие друзья. Хайрли Кен и Сямисис и Пташлер. Как еще сказать, не знаю, поприветствовать вас. Сегодня, как всегда, у нас программа «Секреты татарской кухни». С вами двоюродный брат Миткуна Чакраборти, Тимур Перцев, друзья. Зная, что у нас сегодня в гостях два невероятных человека, два антипода, инь и янь, добро и зло, сила и нежность. Друзья, сегодня с нами двоюродный брат Николая Валуева, обладатель пояса верности Наташи Королевой. Это нападающий хоккейного клуба «Акбарс» Александр Степанов со своей супругой, прекрасной, нежной музыканткой Алиной. Друзья, встречаем! Разрешите поцеловать вам руку, надеюсь, я за это не получу 10 тысяч рублей, имел в виду. Вот, Александр, приветствую вас. Черт, не ломайте мне руку. Осторожнее, ладно, я застрахован, все нормально. От нашей хоккейной команды хотел бы вам такой календарь на 2011 год подарить. Я думаю, он будет счастливый для нас и для вас тоже. Я примерно сейчас как болельщик закричал, друзья. Я рад, невероятно. Надеюсь, автограф на каждом сантиметре этого плаката будет стоять. Александр Александрович Степанов, российский хоккеист, нападающий казанского «Акбарса». Среди казанских фанатов известен как Степа Татарин. Александра Степанова можно смело назвать старожилом команды. Этот сезон уже пятый, который он проведет в Казани. В составе казанского «Акбарса» дважды становился обладателем Кубка Гагарина КХЛ, а также обладателем Кубка Европейских чемпионов 2007 года и серебряным призером чемпионата России 2006-2007 года. Трехкратный чемпион России. Что вы будете готовить? Какие секреты для нас откроете, для наших телезрителей? Будем готовить костыбы. Ну, точнее, вы будете готовить, наверное, да, я вам буду помогать. Я предлагаю, как вы уже обратили внимание, друзья, и, Алин, ты обратил внимание, мы находимся вдвоем с Александром в этих фартуках, что означает, мы сегодня рабочая сила. Конечно, у меня не такая сила, как у Александра, зато есть интеллект, красота и целеустремленная направленность в наших руках. Костыбы. Старинное традиционное татарское блюдо из теста с начинкой. Представляет собой обжаренную пресную лепешку, начиненную или кашей, чаще пшеничной, или рагу, а с недавнего времени и картофельным пюре. По виду напоминает незакрытый пирог или сочник. Начинка наложена на одну половинку лепешки и закрыта сверху второй половиной. Что мы в конце концов будем делать, с чего мы начнем? Ну вот я вижу, тут уже подготовлен картофель у нас, да? Угу. Я думаю, что мы его сразу поставим вариться. Хорошо. Так, а в этот момент мы будем с вами делать тесто. Так, нам понадобится молоко. Молоко, мука, Мука. яйцо. Так, вот яйцо у нас есть. Так, значит, Соль, естественно. соль, конечно же. И? Сахар, ложечку. И масло сливочное. Давайте Сливочное сюда. масло, да, его надо Да, его нужно растопить, будет разогреть. Да, 50 грамм масла нам понадобится. Мне не терпится чем-то уже заняться. Александр уже трясутся руки, чтобы Александр, сломать, предлагаю вам помесить. начинать. Давайте замесим. Так, значит, У бортика. где-то половина, В общем, залпом чуть можно больше это половины вылить. стакана. Здесь Я тебе половину оставлю. половина такого. Немного, где-то больше, чуть Половина? больше половины молочка. Так, у нас, значит, подогретое молоко. В него мы добавляем яйцо. Вот у нас, да? Мне хотелось бы, чтобы все это сделал Александр, друзья. Вот так Давайте. вот. Алин, дай, пожалуйста. И разбил яйцо наконец-таки уже. Так. Обратите внимание, как этими сильными, крепкими мужскими руками он нежно разбил яйцо. Это все можно перемешать пока Перемешиваем. в процессе. Я могу перемешать. Или Давай, мне помешай. Давай. Так, значит, добавляем чем-то заниматься. 1 чайную ложечку, столовую. Так, это столовая у нас сахара. Напоминаю, что костыбы, которые мы сегодня готовим, готовит сам Александр. Как он утверждает, он готовит их каждый день примерно по 4 раза. Вот. И Я надеюсь, я ничего, кстати, каждый не раз он готовит по-разному. Иногда 5 ложек соли добавляет, иногда щепотку. Как будет в настроение зависимости у от Алины. степени влюбленности, да? А он влюбчивый, друзья. Нет, не очень. Я спалил с вами только что. В хорошем смысле этого слова. Так, товарищи, подождите, не отвлекаемся. Масла нам нужно 50 грамм. Появился здоровый румянец на щечках Алины, и это хорошо. Я чувствую хорошее начало. Тимур, так, пожалуйста, вот
кто этим будет заниматься? Давай, надо растопить Я сегодня же его. руководитель, пожалуйста. Что надо меня с ним делать? освободили от этой должности. Нужно немножечко масла, где-то грамм 50, да, ну на глаз. И растопить. 50 грамм Да, масла. его нужно растопить и добавить в наше тесто. Насколько мне известно, Александр с Алиной, друзья, познакомились на концерте группы «Рамштайн» под песню «Du hast». Вот. Причем этот концерт шел в консерватории. Вот, БКЗ. Вот. Откуда вам известны такие секреты? Алина играла в хоккей, а Саша играл на скрипке. Давай, Саша, расскажи, как это произошло. С чисто Познакомились, мужской точки зрения. честно говоря, на концерте. Вот, Алина играла на скрипке, и пришлось через друзей найти Алину и взять телефон. Вот. Так познакомились, встретились. Значит, у тебя Начали друзья общаться. музыканты? Есть и музыканты, да. В Казани сейчас друзей много очень, поэтому Алину нашли. Серьезно? Серьезно. Нашли Нашли, достали. чудеса работы ФСБ, друзья. Это была любовь с первого взгляда? Я думаю, да. Не ври. Не вру. Нет, он не врет. Это было, кстати, правда, не на концерте. С первого взгляда любовь. Первого взгляда, да. Это было гораздо раньше. Да? Так вы раньше увиделись даже? Мы увиделись раньше, да, но мы тогда не общались. Потом. Концерт сделал свой. Так это романтика. Волшебная скрипка. Можно писать роман на эту тему. Алин, твой вариант вашего знакомства и твои ощущения. Да, я просто предлагаю немножко, вот, может быть, сейчас... Я буду тесто месить. Алина Да, мы расскажет. сейчас просто доделаем тесто. Мы, значит, добавили сюда молоко, масло, сахар, соль. Масло мы не яйцо. добавляли, но топится еще. Масло можно, в принципе, уже добавить. Предлагаю, вот тут как раз растопилось нужное количество. Давайте 2-3 ложечки масла. Нужно просеять муку. Постепенно начнем замешивать. Муки нужно будет столько, чтобы при замешивании она не прилипала к рукам. Так, Отлично. соль. Тимур, я понял. Так, вот это соль, да? Это сколько? Чтобы не прилипало. А вот догадайтесь, А пожалуйста. вот догадайтесь, что же Давай. сказала прекрасная женщина. Ты сыпь. Вот, и сделай все по-своему. Давай, старик, будем делать, как нам подсказывает наша. Я буду и просеивать, ты сыпь. Алина, расскажи свою версию вашего знакомства. Первый раз познакомились, видимо, не на концерте. Да, первый раз мы познакомились, наверное, когда только Александр приехал в Казань. Это было, сколько лет, уже 5 лет назад, 6? Да, Александр там приехал, по-моему, Где-то, насколько мне известно, наверное, 5 лет назад, 5 да? лет назад это, наверное, было, да. 5,5. Половина. Все точно. И мы познакомились через общих знакомых, как-то так вот друг друга узнали. Александр меня, конечно, сразу же пригласил на свидание. В Дом татарской кулинарии. Да. Но потом обстоятельства сложились так, Как? что на свидание я не пришла. Как ты могла? Я сама сейчас думаю, как я могла Новая просто. история. Может, не я был. Я думаю, как же я могла. Может, ведь Александр там был. Отлично, отлично. И. Ну вот, вторая наша встреча была спустя 3 года. То есть мы так 3 больше года? не виделись, да. к Похожая сожалению. ситуация у меня была с моей супругой, на самом деле, тоже примерно то же самое. Вот, было. на этот раз Александр решил действовать на вас строже. Наверняка. Все взял в свои руки. Ну и так мы все-таки встретились и не расставались. Решил повезти Алину на свидание. Ваше отношение к татарской кухне? Мне очень нравится татарская кухня. Конечно, очень она жирная, нам, спортсменам, постоянно употреблять ее тяжело, потому что быстро масса растет. Так это же хорошо. Да не, Мало нам того, это что не тебя и очень. так боятся на Но хоккейной надо арене. же еще бегать по полю, забивать голы. Мало ли лед что провалится. Я думаю, не глубоко, если провалится. То есть вот диета все-таки присутствует, да, у вас, причем строгая? Ну да, присутствует. Доктора следят за этим, поэтому специфически питаемся. Можно я немного вас прерву? Я хотела бы вот растительное масло попросить, если есть. Сколько? Да. Ну вот чуть-чуть, чтобы просто ему смазать. Все достаточно. И теперь, значит, я тебя буду сыпать в муку, а ты будешь замешивать тесто. То есть вилочку можно будет уже убрать.
Напомню, что Александр познакомился с Алиной в Казани и выбрал именно татарочку. Вот так вот, красавчик мужчина взял и выбрал, не откладывая в дальний ящик. Давайте поаплодируем. Вот. Алин, как из истинной татарской семьи, расскажи нам, какие у вас традиции в семье, что вы приоритетно готовите в семье, какие татарские блюда и что больше всего нравится? Ой, ну на самом деле вот у нас семья, да, мы такие очень, так сказать... Может, еще масло? Да, масло... На руки? Нет, на руки не нужно. Любим мы поесть, вкусно поесть, поэтому из всего мы берем самое такое лучшее. То есть мы и плов у меня очень хорошо папа готовит, мама хорошо готовит, треугольники. То есть, ну, мы все, как сказать, с миру по нитке, там, бешбармак очень мне нравится блюдо. Отлично. С Оренбурга, пришедшие там в нашу семью. Ну, в общем, любим кушать все. Ничего не будет прилипать. Ты самое главное его туда вовнутрь замешивай, да. А пока идет борьба за тесто, я напоминаю, что у нас в гостях. Давай побольше муки сейчас тебе насыплю. В гостях нападающих Акина Кубакбарс со своей супругой Алиной, а она же музыкант, очаровательная девушка Так, и хозяйка. И Я вам туда сказал, вниз недавно так, у них родился сын. Да. Спасибо. Вот. Каким образом ты попал в Акбарс и что тебя здесь держит? Я понимаю, что держит тебя тесто сейчас, вот. И никак отлипнуть. Прилипает ко мне. Как? Прилипло. Сильно резко? Крупно? Мелко? Мелко. Сильно. Слабо. Поехали, Саш. Так. Ну, в 2005 году я играл в команде «На Москва». Вот, Можно, наверное, мы там еще. стали чемпионами, но у меня в сезоне случилась травма серьезная. Вот. И- Ухо? Почти, да, рядом с ухом. Проблемы с плечом у меня были, вот, сделал операцию и «Динамо», поскольку хотел со мной заключать контракт, здесь пришли мои друзья, ребята в Акбарс, пригласили их, и Золотан Хадарович, тренер, с которым я почти всю свою хоккейную жизнь работал, он меня пригласил. Вот, и я решил приехать сюда, в Казань. Здесь мне очень понравилось, и вот уже 6-й год здесь играю. Вот, и очень много выиграл с этой командой. Вы знакомы с Зиновой Хайдаровичем уже давно, мне, насколько известно, еще с «Динамо», да? Да, Каким образом? с 18 лет. С 18 лет было. То есть он давно приглядывал? 18 лет приглядывал, да, 18. Подсиживал. Первый раз, наверное, будет видеть, как я костюмы делаю. Ты скажешь, ах, Саш, так ты умел готовить. Умел и врал. Татарские блюда, да. Так что ты у нас будешь шеф-поваром по совместительству, да, у команды. И диетологом. Вот, 18 лет Белединов в «Динамо» было, вот я попал к нему в команду. Вот с этого времени вот как-то судьба, почти все время работаю только с Белединовым. Главная задача в этом году у нас кубок Гагарина. Алина Степанова, солистка арт-дуэт «Экстрим». Эффектный скрипичный дуэт, исполняющий классику в современной обработке на электроскрипках, покорил весь Татарстан, а с гастролями объездил всю Европу и пол России. Всем известный в Казани, в Татарстане, арт-дуэт, шоу-дуэт, скрипичный дуэт, «Экстрим». Мне кажется, они были одни из первых в Татарстане и в России, которые сделали вот такой прорыв в классической музыке, в модернизации классической музыки на электроскрипках. Ну да, популяризации даже, можно сказать. Как ты к этому пришла? Как вот ты от плиты ушла и взяла, начала играть на скрипке? Я думаю, в животе моей мамы я еще играла на скрипке, потому что когда мама заканчивала консерваторию, я уже слышала звуки классической музыки. Вот. Ну, у меня достаточно музыкальная семья, и мама, и папа, оба все закончили консерваторию, я в том числе пошла по их стопам. Ну и в один прекрасный день папа мне подарил электроскрипку. Постепенно я начала выступать, это все начиналось там с друзей свадьбы и так далее, дня рождения для своих. Ну и как-то мы вот встретились с Женей, и на тот момент она осталась одна, потому что ее... Кто, скрипка? Да, вторая скрипка, с которой она играла. Вот
что она тоже ушла в декрет, и так получилось, что она попросила вот с ней помочь ей, так сказать, заменить ее. Это, кстати, очень как-то, да, получается интересно. Кто с Женей поиграет и ходит в декрет, как-то это... Да? Есть какой-то в этом. Мне Мистика. кажется, да, есть что-то в этом. Посмотреть, что с тестом дальше. Отличное тесто у нас получилось. К рукам не прилипает? Нет. Значит, оно готово. У меня тоже готов лук. Браво! Какие у меня сегодня хорошие ученики. Тесто нам нужно, значит, на мелкие, вот такие где-то диаметром вот такой примерно ширины шарики. И разложить нам досточку. Сначала раскатать, да, нужно, наверное? И нарезать. Да, вот так вот сделать, ага, и поставить чуть-чуть побольше. Итак, на правом фланге. Кто он? Морозов. На левом фланге. Ворота? Кто он? Нет, подожди, ты еще не вышел. там. Нет, предлагаю, да. Да, забавилось. Итак, Зарипов, как его называют в народе, Заря. Вот. Мороз, Заря. Нельзя такие слова говорить. Но все же знают, да. И Степа, так себя называют. И Александр Степанов проходит вперед. Гол! Ну, вот такие шарики мы нарезаем. Где, кстати... Такие или побольше? ну, Где Зинатуллах Хайдарович? в принципе, Покажите, где он можно стоит. немножечко побольше. Где-то вот здесь. Нет. Саш, что ты говоришь, он же будет это смотреть. Вот Зинатуллах Хайдарович. Итак, мы сейчас будем пассировать лук. Да. Маслице рядом с тобой. Так, ага. Давай ты пачкаться не будешь, мы все Да, я сегодня отдыхаю. Меня сегодня освободили. Чуть побольше Да, можно. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, что у нас в гостях нападающий хоккейного клуба «Акбарс» и со своей супругой Алиной прекрасный музыкант и просто творческий человек. Такой тандем силы, красоты, нежности и, хотел бы сказать, в хорошем смысле грубости. Но эту грубость мы применим на тесте и сделаем нежные лепешечки. И все это из таких сильных рук Александра. Ну что, мы приступаем к самому интересному. И сейчас ставим большую сковородку, на которой будем жарить лепешки. Так Да, спасибо за комплименты, Тимур. Я думаю, нам нужно сейчас разобраться с картофелем, который у нас сварился наконец-таки, да? Так, значит, нам нужно его размять. Молочко добавляем. Да, надо будет добавить молока. Сколько? Ну, добавляйте на глаз сейчас. И помешать. Да. Масло, значит, мы немножечко туда добавим. И лук, который мы... Чтобы не было разлук. Да. Лук сразу добавляем. Да, мы сразу добавляем. Давайте, Юр, добавьте лук, вам удобнее там. Из теста раскатываем тоненькие лепешки по размеру сковороды. Эти лепешки выпекаем на сухой раскаленной сковородке. Чтобы лепешки не сломались на изгибе, их надо начинять горячими. Вот вы видите, у нас немножечко У нас появляются появились пупырышки! Пупырышки! Да. Это знак, что Это знак, что скоро мы их перевернем. Эти наши лепешки. начинает твердеть лепешка. Вот. Да, то есть она вот немножечко подрумянивается. Она уже, по-моему, так слегка уже. Да, и мы можем ее перевернуть уже вот так. Опа! Вы сделали это так гениально, просто-напросто. И просто. Пока не горячее, нужно положить картошку и сразу перевернуть. Это очень важно, да. На самом деле, если у вас нет возможности помочь, нужно прибегнуть к помощи полотенца. То есть вы, пока печете лепешки, их нужно сложить под полотенце, чтобы они были теплые, потому что у вас не получится. Я вот люблю лично побольше картошки. Да, вот поэтому некоторые кладут очень мало, Да. кто-то больше кладет. я вот люблю вот так вот, не знаю. Среднячок. Да, и мы в этот момент заворачиваем наш кастырдик. Вот так примерно. И смазываем его Смазываем маслом. маслицем. Для чего? Для вкуса. Вообще масло и сметана – это усилитель вкуса натуральный, поэтому его можно не жалеть. И блюдо будет у нас вкуснее. Ну, слава богу, деньги на масло и на сметану у нас еще остались. А Так. у нас появились вторые пупырышки! Это значит что? Что, пора Дошло уже время. переворачивать. Вот Ох. таким образом.
Здорово. Я тоже не лыком шит. Я вам сейчас покажу еще один способ заворачивания кастыбзиков. Костырзика. Да, именно. Что И за они способ? получаются именно кастыбзики, потому что они получаются маленькие, но тоже очень вкусные. Готово. Александр, как у вас там У нас все процесс? идет отлично. Батенька. Впервые дырявые лепешки пытается сделать Александр. Вот. А почему тоже нет? Потому что должно быть какой-то На самом деле, вот оригинальный род. как мне вас, дорогие мои, не хватает дома. Это как раз здорово. Смотри, раз, два, три. Нет, прекрасный конвейер у нас здесь работает. Возьмите Обратите меня внимание. личным приготовителем. С удовольствием. Что-то не очень это, ну ладно. Не очень идея была или не очень Так. лепешка? Лепешка не очень, идея хорошая. Саш, ты не переживай, мне кажется. Смотрите, оригинальная форма. Почему все должно быть круглое, друзья? Почему? Зачем? На что это похоже? Сердечко. Это на стрелочку вниз похоже. Подумала я и подумала Алина, что это сердечко. Вот. А что еще могла подумать девушка? То есть мы укладываем полностью на всю площадь этой лепешки. На всю площадь. Пока она тепленькая. Я вообще Мы вам нужен, заворачиваем с двух сторон. Вот, значит, вот так края подгибаем и, Ты вспоминай, тебе же придется потом это делать. значит, вот так вот мы это все делаем. Ничего себе. Заворачиваем и разрезаем вот так вот на две части. Вот, у нас получились вот такие вот очаровательные. Просто Вау. сногсшибательные. Роллы. Костыбые роллы. Да, роллы костыбы такого мы еще не Но видели. здесь единственный момент, если вы будете делать вот именно таким способом, чтобы они получили свой законченный вид и получились еще вкуснее, нужно будет их на сковородочке еще поджарить на сливочном масле, тогда они будут хрустящие, и они, как сказать, закупорятся, вот это вот все. Тоже потрясающе. Здорово, никогда не знал. Аплодисменты. Как вот быть с женой хоккеистом, я вот хотела бы узнать. Основной труд, конечно, это, знаете, в чем заключается? Переживать вот за мужа, который становится тебе очень близким человеком. И все вот эти игры, когда победа, мне кажется, даже сложнее, чем самим игрокам, потому что одно дело, ты этим занимаешься, так же, как в музыке. Одно дело, ты когда исполняешь, другое дело, когда ты слушаешь. И также вот ты смотришь, мы смотрим уже не как болельщики и зрители, да, как вот что-то такое свое. Вы знаете, это кухня изнутри уже. Да, и это... Каким путем и сложным трудом достается все вот это вот действие на площадке. Ну да, да. Мы знаем, как тяжело вообще это дается, и как это все настраивается. Часто вы И- видите мужа дома? В том-то и дело, это вот следующий пункт, о чем я хотела сказать. Зачем я перебиваю? Да, это, понимаете, это постоянные вот эти вот разъезды, это постоянная жизнь вне дома у них тоже, и, собственно говоря, и нам тяжело, и им. Очень тяжелый труд. 3/4 стакана теплого молока, добавить 1 яйцо, столовую ложку сахара, 50 грамм растопленного сливочного масла, немного соли и перемешать. Далее добавлять муки до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Тесто разделить на небольшие шарики и раскатать их на тонкие круглые лепешки. Выпекать на раскаленной сухой сковородке до румяной корочки. Для начинки сварить картофель, размять его в пюре, добавить горячего молока, масла, обжаренный репчатый лук. Тщательно размешать. Чтобы лепешки не сломались на изгибе, начинять их надо горячими. Затем поверхность смазать маслом и сразу подавать на стол горячими. Итак, сегодня мы испекли кустыбы! Как хорошо, что она первому дала понюхать мужу, я сам Так, понюхал. я так. Какой невероятный запах, друзья, завидуйте Поставлю всем нам, как чайничек всегда. сейчас. Каждую Я передачу думаю, с завидуйте. чайком. Вот это колоритно так, еще раз, Саш, преподнеси такой, с У чайком. вас такой чайничек модный. Я думаю, тебе Больше тоже копания такой. костылов тоже много. Итак, ну что ж, чашечки готовы, кружечки готовы. Раскладываем по одному костылу. И на 3-4 мы будем Давайте. распробовать это чудо татарской кухни, которое было приготовлено этими двумя замечательными людьми. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Аппетита. Да. Ура! Вот! Сейчас я ощущаю в этой картошке и в этом тесте нежность, красоту и тонкость женской души, силу и, опять-таки, в хорошем смысле, грубую силу настоящего хоккеиста.
Это половинка шайбы, которую я съем, вторую половинку я чуть позже доем, после эфира, друзья. С нами был нападающий хоккейного клуба «Акбарс» Александр Степанов со своей супругой, прекрасной девушкой Алиночкой. Аплодисменты, друзья. Поцелуйте друг друга! Всем пока, друзья. До скорых встреч. До свидания. Пока-пока. Программа «Секреты татарской кухни» готовит с посудой «Цептор».